Минэкономразвития разработало законопроект об адаптации российской экономики к изменениям климата. В случае принятия и вступления в силу документ должен вывести соответствующую деятельность органов власти на новый уровень. Авторы законопроекта отмечают, что в России ежегодно происходит около 1000 опасных природных явлений. Около 45% из них наносят ущерб экономике и жизнедеятельности населения. Также в ведомстве обеспокоены темпами потепления климата, которые в России в 2,5 раза опережают среднемировые. Причем такая динамика характерна для всех частей страны, что еще больше повышает риск возникновения опасных климатических явлений. По подсчетам Минэкономразвития, ежегодный экономический ущерб от неблагоприятных погодных явлений составляет от 30 до 60 миллиардов рублей. Среди прочего, изменение климата негативно сказывается на объектах инфраструктуры, дорогах, линиях электропередач, а также на урожайности сельскохозяйственных культур и здоровье людей. В России в первые месяцы осени резко выросло число увольнений на предприятиях малого и среднего бизнеса, констатировали аналитики. Исследование проводилось на основе данных более 4000 компаний, сотрудниками которых являются более 305 тысяч человек. Если в сентябре работы лишились 9,6% сотрудников, то к октябрю их стало уже 16,2%. Также стало известно, что на удаленную работу перешли всего 7,5% работников, тогда как во время первой волны пандемии доля таких сотрудников доходила почти до трети. В начале ноября был опубликован доклад Всемирного экономического форума «Будущее рынка труда». В нем говорится, что наборщикам данных, торговым представителям, внутренним аудиторам и юристам грозят массовые сокращения до 2025 года. Бухгалтеры, секретари и администраторы тоже попали в число наименее востребованных профессий в России. Также без работы в ближайшие годы рискуют оказаться механики, ремонтники и заводские рабочие. Тем временем российский Минтруд констатировал, что на фоне пандемии коронавируса число получателей пособий по безработице в стране выросло в 5 раз по сравнению с прошлым годом. Всего в России выявлено 4,3 миллиона безработных граждан, но при подсчетах учитываются только те, кто официально встал на биржу труда. В действительности безработных может быть в разы больше. В ведомстве также сообщили, что более 100 тысяч россиян ежегодно смогут проходить профпереподготовку за счет федеральных средств в рамках нацпроекта «Демография». Если раньше переобучение было доступно только женщинам, воспитывающим детей дошкольного возраста, и гражданам старше 50 лет, то теперь этой мерой поддержки могут воспользоваться все оставшиеся без работы, находящиеся под риском увольнения или ищущие трудоустройства граждане. В то же время Министерство труда сообщило о заключении 85 тысяч социальных контрактов за текущий год с малоимущим населением. Это свидетельствует о перевыполнении плана на 25%, считают в ведомстве. Самыми востребованными стали заявки на получение денег для преодоления трудной жизненной ситуации и для помощи в поиске работы. По первой причине социальный контракт заключили 42 тысячи малоимущих семей, по второй – 32,5 тысячи. Для тех, кто ищет работу, предусмотрены выплаты в размере прожиточного минимума сроком до 1 года. Для оплаты обучения можно взять единовременную сумму 30 тысяч рублей или получать на время обучения дополнительную материальную поддержку в размере 10 100 рублей ежемесячно, но не более 3 месяцев. На развитие собственного дела в рамках социального контракта государство может выделить до 250 тысяч рублей единовременно. Воспользоваться социальным контрактом могут только те, чей доход окажется ниже прожиточного минимума по независящим от них причинам. Главным признаком качественной жизни для россиян оказалось хорошее здоровье. Это следует из исследования, проведенного в октябре. Большинство респондентов, 70%, чаще всего относили к главным признакам качественной жизни крепкое здоровье и качественную медицину. Далее следует высокий уровень дохода. Главным признаком качественной жизни его отнесли 41,5% россиян. Наличие собственного жилья входит в приоритеты у 32% опрошенных. Возможность путешествовать по
стране или миру 18%. Высокий уровень социальной поддержки от государства, это льготы или налоговые вычеты, отметили 17,5%. Интересная работа или свое дело нравится 14,5%. Намного меньше граждан назвали критериями качества жизни возможность не работать, имея пассивный доход, и наличие автомобиля. Реже всего признаком качественной жизни россияне называют жизнь в столице или крупном городе. Таких оказалось всего 0,5%.